Пап, ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивилась. Да чего ж ты прежний был во сне? Прежний, но такой же самый. Точно не видались мы 2 дня. Ты убежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я пишу и висну на тебе. Мы с тобой начали бороться, одолела я тебя в борьбе. А потом даю тебе 2 осколка, что нашли недавно у ворот. Говорю тебе, а скоро, елка, ты приедешь к нам на Новый год. Я сказала, тут же и проснулась. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась, в удивлении глянула во тьму. Тьма такая, ничего не видно, аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж мне сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься невредимым, ведь война когда-нибудь пройдет. Милый мой, голубчик мой родимый, знаешь, правда, скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю, поскорей фашистов одолеть, чтобы они наш край не разрушали, чтоб как прежде можно было жить, чтобы они больше не мешали обнимать тебя, тебя любить, чтоб над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай им от меня привет, пожелай всякую удачу. Пусть идут на немцев день и ночь. Я пишу тебе и чуть не плачу. Это так, от счастья твоя дочь.